Добрый день, уважаемые коллеги. Всем здравствуйте. Как меня видно, как меня слышно? Нажмите, пожалуйста, в чате плюс, если вы меня хорошо видите, если вы меня хорошо слышите. Мгм, замечательно. Уважаемые коллеги, представлюсь. Меня зовут Евгений Викторович Поляков, старший методист кафедры социально-гуманитарного образования. Также являюсь методистом лаборатории развития интеркультурного образования. Сегодня мы с вами поговорим о том, как вовлечь в учебную деятельность обучающихся с низким уровнем мотивации учебно-познавательной деятельности. Уважаемые коллеги, дело в том, что на одном из семинаров мы с вами уже обсуждали данную тему. Однако проблема в том, что обозначенная тема, а именно повышение мотивации учебно-познавательной деятельности школьников является достаточно широкой. И поэтому сегодня мы с вами раскроем иные аспекты данной проблемы, в частности, связанные с созданием ситуации успеха на уроке. Уважаемые коллеги, вначале давайте мы с вами вспомним о том, что такое мотивация, что такое учебная мотивация. В педагогическом словаре под общей редакцией Каджаспировой дается следующее определение понятия мотивация. Как вся совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения. Исследованию мотивации посвящены работы таких маститых психологов, как Лидия Ильинична Бажович, Алексея Николаевича Леонтьева, Натальи Григорьевны Морозовой и других ученых-психологов. И сегодня проблема мотивации школьников является достаточно актуальной. Значит, изучая мотивацию учебной деятельности, необходимо отметить мотивы, которыми могут руководствоваться в обучении школьники. Рассмотрим с вами спектр позитивных мотивов мотивации. Он достаточно широк. Это интерес к учебному процессу, то есть когда ученику, собственно говоря, нравится учебный предмет, ему интересен данный предмет. Это мотив достижения каких-то результатов. Да? Ну, например, ученику хочется получить оценку 5 на уроке. Стремление к самостоятельности, быть общественно полезным человеком, расширять умственный кругозор и так далее. Выделяются два вида учебной мотивации. Это внешняя и внутренняя мотивация. При внешней мотивации выполняемая деятельность является средством достижения внешних по отношению к ее содержанию целей, заданных самостоятельно или другими людьми. Поэтому понятие внешняя мотивация используется для описания разного типа стремлений, стимулирующих выполнение деятельности не ради нее самой, а ради каких-то внешних вознаграждений. Ну, например, ради оценки 5. Так, источником же внутренней мотивации выступают базовые человеческие потребности, наивысшие потребности, да, человеческие. Это потребность в познании, в понимании, в созидании, компетентности. То есть стремление удовлетворения вот данных потребностей побуждает ребенка учиться. То есть прикладывать какие-то усилия, внутренние усилия, доводить начатое до конца. Таким образом побуждает это все к внутренней мотивации к учению. Вот, конечно, нам в работе необходимо именно добиваться внутренней мотивации школьников. Перейдем к следующему вопросу, связанному с созданием ситуации успеха на уроке. Вот то, о чем хотел с вами сегодня поговорить. Дело в том, что известный ученый, авторитетный ученый, педагог Константин Дмитриевич Ушинский утверждал, что ребенок, не познавший радости,
от преодоления трудностей, не ощутивший вкуса победы, теряет к учебе интерес. Как мы знаем, в основе мотивации лежит интерес ребенка. Таким образом, уважаемые коллеги, чтобы повысить мотивацию учащихся, мы должны создавать такую ситуацию, чтобы ребенок не просто решал задания, но и получал удовольствие от выполнения данных заданий, ощущал вкус победы от выполненной работы. Иными словами, необходимо создать на уроке ситуацию успеха. Вообще, что же такое успех? Да? Успех с психологической точки зрения – это переживание состояния радости, удовлетворение от того, что результат, к которому стремится личность в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, либо еще больше превзошел результат. В том случае, когда успех делается устойчивым, то есть постоянным, может начаться своего рода реакция, высвобождающая огромные скрытые возможности, потенциал ребенка. То есть, значит, устойчивый успех в выполнении работ лежит в основе учебной мотивации. С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. Тем самым, уважаемые коллеги, мы можем применять методы создания успеха как дифференцированно, посредством воздействия на конкретных учеников, например, со слабой мотивацией к учебному предмету или с низкой степенью обученности по предмету, так и можем создавать ситуацию успеха фронтально, да, направленную на весь класс в целом. Задача педагога, задача учителя состоит в том, чтобы дать каждому из своих воспитанников возможность пережить радость достижения, осознать свою возможность, поверить в себя, поверить в свой успех. Вот это очень важная такая дидактическая задача. Итак, уважаемые коллеги, как же создать на уроке ситуацию успеха? Основная парадигма в работе учителя – дать каждому ребенку шанс проявить себя. Дело в том, что, проживая ситуацию успеха, ребенок обретает достоинство, удовлетворенность жизнью. Исходя из этого, учителю необходимо продумать так свою деятельность, чтобы обеспечить на уроке, во-первых, снятие тревожности, вы видите на экране. Далее это обеспечение мотивации, обеспечить высокую мотивацию. Далее это авансирование достоинств ученика, преобладание скрытой инструкции, поддержку индивидуальности, исключительности школьника, объективность и доброжелательность педагогического внушения, высокую оценку успешно выполненной каждой детали деятельности школьника. Уважаемые коллеги, давайте подробнее рассмотрим перечисленные условия успешности. Первое условие, необходимое для создания ситуации успеха, это снятие тревожности ребенка. Ну, что такое тревожность? Тревожность – это широкое понятие, в которое входят разнообразные варианты неблагополучного с эмоциональной и психологической точки зрения состояния ребенка. Каковы причины тревожности? Причины тревожности разнообразны. Это могут быть отношения с учителем, может быть, не очень хорошие отношения, либо отношения не очень хорошие с одноклассниками, низкая самооценка ребенка, неуверенность в своих собственных предметных знаниях, стрессовая ситуация, например, на контрольной работе, или боязнь отвечать ребенка устно. Вот каждая из этих причин может вызвать или усилить проявление тревожности ребенка.
При этом давно установлен факт, что развитие многих соматических заболеваний провоцируется некомфортным эмоциональным состоянием человека, особенно тем, которое продолжается в течение длительного периода времени. Поэтому тревожность опасна еще и для здоровья школьника. Нельзя забывать и о вероятных психологических проблемах, вызываемых постоянной или периодически возникающей тревожностью. То есть это может быть даже депрессией. Мотивом деятельности школьника в этом случае становится не желание достичь успеха, положительного результата, а стремление избежать промахов, неудач. Вот поэтому вы все прекрасно знаете из собственной педагогической практики, что некоторые ребята просто боятся отвечать на уроки, потому что боятся дать какую-то неправильную информацию, да? Неправильно ответить на вопрос учителя, педагога. И вот, уважаемые коллеги, в этом плане необходимо учащемуся понять, что ошибки на уроке, они не фатальны. И через ошибки человек может учиться. В социальном отношении высокий уровень тревожности не позволяет ребенку адекватно себя оценивать, на равных общаться со сверстниками, одноклассниками. Часто у таких детей мало друзей, они не коммуникабельны. Вот таким образом тревожность негативно сказывается на всех сферах жизни ребенка. Поэтому учителю, педагогу необходимо постараться не только своим стилем, педагогическим стилем, стилем преподавания не стать причиной развития тревожности у детей, но и научиться помогать своим ученикам ее преодолевать, избавляться от тревожности. Вот давайте, уважаемые коллеги, мы с вами рассмотрим, почему на уроках возникает или усиливается тревожность. Так, причины возникновения тревожности школьника. К причинам, которые стимулируют развитие состояния тревожности у детей во время уроков, психологи относят следующие факторы. Первое. Это когда учебные требования не соответствуют способностям и интеллектуальным возможностям ребенка. Это тот самый пример, когда ребенок боится ошибиться. Следующее – это соматические болезни, психологические нарушения, нестабильный эмоциональный фон в семье. Так, следующая причина – это авторитаризм учителя в общении с детьми. То есть это пренебрежение со стороны педагога к индивидуальным, личностным особенностям детей. Противоречивость в требованиях. То есть когда педагог, он непоследователен в своих запретах, в своих требованиях. Следующая причина возникновения тревожности школьника – это несогласованность в оценке деятельности, методах усвоения учебного материала между родителями, внутри семьи, между собой и педагогами. Далее, это равнодушное отношение к школьнику, к ребенку со стороны учителя. Ну и также возникновение тревожности школьника возникает в случае смены классного коллектива, в случае смены школы, когда ребенку необходимо адаптироваться к новой среде, к новому окружению. Давайте мы с вами рассмотрим, как избавиться от стрессообразующих факторов на уроке. Давайте мы с вами рассмотрим способы предупреждения тревожности школьника. Так, первое. Не следует сравнивать ученика с другими детьми. Акцентируйте внимание именно на собственное развитие школьника, на его именно личностные достижения. Следующее. Создавайте ситуацию успеха для детей. Найдите, в чем именно ребенок себя проявляет с положительной стороны, и подчеркивайте это. Этот прием называется авансирование достоинства школьника. Дело в том, что каждый ребенок, как вы знаете, индивидуален.
Даже при изучении определенного предмета каждый ребенок может выделиться. Ну, вот, например, в рамках изучения предмета история ученик плохо усваивает, например, содержание материала. Зато у ребенка хорошая память. Память, например, на исторические даты. Другой ученик лучше может анализировать исторические события, выявлять причинно-следственные связи. А третий ученик хорошо усваивает определенную сторону исторического процесса. Например, ему интересны военно-политические процессы. Да? И вот поэтому рекомендуется, уважаемые коллеги, подчеркивать сильные стороны ребенка. Так, следующий способ. Если у ребенка имеются предпосылки для высокого уровня тревожности, то, уважаемые коллеги, старайтесь избегать каких-либо негативных высказываний. Практикуйте предварительное проигрывание заведомо волнительных ситуаций. Ну, например, вот у ребенка волнительная ситуация – это, например, всероссийские проверочные работы, либо подготовка к основному государственному экзамену. Вот рекомендуется каждый раз проигрывать, то есть решать какие-то задания из всероссийских проверочных работ. Так, следующий способ. Не торопите тревожных детей к выполнению заданий. Да, дело в том, что на уроках изучения нового материала, освоения умений, не торопитесь сами и не подгоняйте тревожных детей к выполнению заданий. Дело в том, что временной дефицит для школьников с высоким уровнем тревожности является одним из факторов повышения уровня волнения, беспокойства. Так, следующий способ предупреждения тревожности школьников. Необходимо четко и понятно формулировать свои требования и последовательно, систематически добиваться их исполнения всеми детьми. Я хочу обратить внимание именно, что все-таки нужно, чтобы все дети выполняли данные требования. Так, при выставлении отметки необходимо объяснять ребенку, почему вы поставили именно данную оценку, то есть аргументировать данную оценку. Далее, необходимо строить урок так, чтобы мотивировать школьника на усвоение новой информации, новых умений. Не пугать детей возможным наказанием за неисполнительность, не делать наказанием дополнительные задания и упражнения. Ну, также необходимо исключить публичное в присутствии других детей, в присутствии других педагогов обсуждение тревожащих ребенка вопросов, его несоответствующего требований педагога поведения, учебных достижений. То есть это лучше делать все-таки индивидуально. Далее. Необходимо принимать и уважать учеников независимо от их успехов. Необходимо всегда верить в ученика, в то, что он способен добиваться успехов. Но также непосредственно перед проверочными контрольными работами и подобными заведомо сложными ситуациями необходимо поддерживать детей, приободрять их, настраивать на работу. Отдельным ученикам можно напомнить об их достижениях ранее. Да? Тем самым вера в ребенка, она как бы окрыляет школьника и позволяет им положительно выполнять определенные задания. Если ребенок не уверен в себе, а именно это становится причиной тревожности при контроле знаний, помогите ребенку, напомните ему, как выполняется задание, или подскажите другим способом. То есть вот этот прием называется скрытая инструкция к выполнению задания. Уважаемые коллеги, помимо вербальных средств воздействия на ребенка, помните и о невербальном общении. Следите не только за речью, ее темпом, громкостью, но и жестикуляцией, взглядом, позами. Вот как жесты и мимика могут повлиять на успешность процесса обучения? Дело в том, что отношение к ученикам всегда проявляется учителем в общении с ними и осуществляется
не только в словесной форме. Взгляд, жесты, поза, даже молчание – это тоже ответ или обращение к учащемуся. Как мы владеем собой, как используем невербальные средства коммуникации, в значительной степени влияет на возможность сотрудничества с ребенком, на доверие ребенка к учителю. Поэтому учитель должен, во-первых, быть постоянно виден ученикам. То есть не нужно, например, отгораживаться столом от класса во время разговора. При этом необходимо избегать закрытые жесты. Например, скрещивание рук, вот как жест. Приветствуется улыбка, то есть не нахмуренные брови, открытые ладони, а не сжатые, например, кулаки. Стоит помнить, что ребята более всего тянутся к людям, которым свойственно повышенное, веселое, жизнерадостное настроение. Да, вот исходя из личных качеств, учитель подбирает правила общения с учениками, которые могут привести к установлению контакта с ними и созданию ситуации сотрудничества, ситуации успеха. От того, каковы стилевые особенности этого общения руководства, в существенной мере зависит эффективность процессов обучения и воспитания. Первое экспериментальное психологическое исследование стилей руководства было проведено еще в 1938 году немецким психологом Левиным. В этом же исследовании была введена классификация стилей руководства, которую принято использовать в наши дни. Так, какие существуют стили руководства? Первое – это авторитарный стиль. Второе – это демократический стиль. Третий стиль руководства называется попустительский. Что такое вообще стиль общения, стиль руководства? Под стилем общения, под стилем руководства понимаются индивидуальные типологические особенности социально-психологического взаимодействия педагога и обучающихся. В стиле общения находят выражение особенности коммуникативных возможностей учителя, сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников, творческая индивидуальность педагога. Вот дело в том, что по мнению ученых педагогов, по мнению ученых психологов, первый и третий стили, то есть это авторитарный стиль и попустительский стиль преподавания, не приведут к сотрудничеству. В процессе демократического стиля работы класс принимает активное участие в обсуждении всего хода предстоящей работы и ее организации, что требует современные условия в школе в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Демократический стиль работы предполагает открытость образовательного процесса. Уважаемые коллеги, мы с вами кратко рассмотрели условия создания ситуации успеха. Сейчас давайте рассмотрим некоторые методы, приемы, направленные на создание ситуации успеха. Известный ученый-педагог Август Соломонович Белкин, он отмечал, что в основе ситуации успеха ребенка лежит так называемый эффект Пигмалиона, который формулируется следующим образом. Зачитаю. Если к какому-нибудь событию или явлению относиться как к реально совершившемуся, оно и в самом деле происходит. То есть, если проецировать это на я-концепцию ребенка, получаем, мы относимся к ребенку как к ответственному, дисциплинированному и даем ему это понять. Тем самым мы создаем предпосылки для того, чтобы он и в самом деле таковым становился. Сомневающимся ребятам вот такая подготовка создает психологическую установку на успех, дает уверенность в собственных силах. Перед выполнением задания обязательно надо внушить ребенку веру в себя, сказать, что все получится. Большое влияние могут оказать слова
учителя. Я верю в тебя. Если ты постараешься, у тебя обязательно все получится. В противном случае отрицательное отношение запустит тот же механизм, но только в обратную сторону. Ребенок будет плохо относиться к учебе, к себе, тем самым мы можем даже заложить в ребенке комплекс неполноценности, что, конечно, приведет в будущем к плачевным ситуациям. Вот создание ситуации успеха можно осуществлять через использование эффектов на уроке, развивающих интерес к учебе. Например, вот вы видите на экране, это эффект новизны. Например, на уроке истории детям будут интересны абсолютно новые исторические факты, вот о которых ребенок не может прочитать в учебнике. Ну и, конечно, это будет способствовать повышению мотивации, учебной мотивации. Далее, это эффект разнообразия. Желательно, чтобы задания на уроке не были однотипными. Да? Задания не должны быть разнообразными. Тем самым это тоже является таким эффектом, направленным на развитие интереса к учебе. Далее, вот представлены на слайде эффекты занимательности, эффект увлекательности форм и метода изложения материала, эффект использования ярких художественных средств, эффект образности, эффект игры, да, то есть применение разного вида деловых игр на уроках истории, обществознания, на других предметах, о чем я вам говорил на прошлых семинарах. Эффект удивления школьника, то есть какая-то ситуация, которая будет такой уникальной, да? Уникальной. Ну и эффект поиска, то есть использование в учебно-воспитательном процессе таких методов, как проектный метод обучения, либо использование поисково-исследовательской работы. Приведу, уважаемые коллеги, в пример некоторые приемы, направленные на создание ситуации успеха. Первый прием, как вы видите на слайде, называется эврика. Суть приема заключается в том, что учитель создает такую ситуацию, в ходе которой обучающиеся сами приходят к интересному выводу, который раскрывает неизвестные им собственные личностные качества, либо интересные какие-то факты об истории, если это проецировать на предмет история. Вот я вам приведу пример. Например, при изучении петровских реформ обучающимся можно дать возможность изучить исторический источник из воспоминаний датского посланника. И к этому источнику можно дать следующее задание. Перечислить, какие характеристики царя, связанные с его деятельностью, приводит автор воспоминаний. Если позволите, я зачитаю документ и попробуем сами выполнить это задание. Лишь только я с подобающим почтением представился царю, он спросил меня. Однако через посредство толмача о здоровье моего всемилостивейшего короля. Я отвечал ему надлежащим выражением благодарности. Далее он осведомился, не служил ли я во флоте, на что я ответил утвердительно. Вслед за этим он сел за стол, пригласил меня сесть возле себя и тотчас же начал разговаривать со мною без толмача, так как сам говорил по-голландски, настолько отчетливо, что я без труда мог его понимать. Со своей стороны и он понимал, что я ему отвечаю. Царь немедля вступил со мной в такой дружеский разговор, что казалось, он был моим ровнею и знал меня много лет. Царь очень высок ростом, носит собственные короткие коричневые вьющиеся волосы и довольно большие усы. Прост в одеянии и наружных приемах, но весьма проницателен и умен. За обедом у оберкоменданта царь имел при себе меч, снятый в Полтавской битве с генерал-фельдмаршала Рейншельда.
После полудня я отправился на Адмиралтейскую верфь, чтобы присутствовать при поднятии штевней на 50-пушечном корабле. Царь, как главный корабельный мастер, должность, за которую он получал жалование, распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было, рубил топором, коим владел искуснее, нежели все прочие присутствовавшие там плотники. Достойно замечания, что, сделав все нужные распоряжения для поднятия форштевня, царь снял перед стоявшим тут генерал-адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и только по получении утвердительного ответа снова надел ее, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь выказывает не только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаут-бенахт. Пожалуй, это может показаться смешным, но, по моему мнению, в основании такого образа действий лежит здравое начало. Царь собственным примером хочет показать прочим русским, как в служебных делах они должны быть почтительны и послушливы в отношении своего начальника. Уважаемые коллеги, вот таким образом учащиеся, изучая документ, будут узнавать новые грани личности царя. Да? Ну, я надеюсь, что вы все понимаете, это царь-император Петр I. Отвечая на вопрос, какие характеристики царя, связанные с его деятельностью, приводит автор воспоминаний, обучающиеся смогут ответить. Например, способность вести беседу по-голландски без переводчика. Общительность, способность вести дружескую беседу с малознакомым человеком. Простота в одеянии, приемах наружных. Обладание проницательностью и умом. Личное участие во всех корабельных работах. Вот для многих детей, для многих ребят данные факты, они будут открытием, они будут эврикой. Так, следующий, давайте мы с вами рассмотрим прием, направленный на создание ситуации успеха. Это задание разной сложности. Вот этот прием был взят из методов дифференцированного обучения и позволяет каждому ребенку выполнить задания, которые ему под силу. Да, при этом, вот в чем положительные моменты данного приема, то, что более сильные ученики, они получают шанс блеснуть своей эрудицией. Середнячки могут отличиться творческим подходом, а учащиеся с низким уровнем предметных знаний получат удовлетворение от выполненного задания. Рассмотрим следующий прием. Это самостоятельный выбор задания. Ученикам можно предложить выбрать себе задание самостоятельно. Содержание задания должно быть одинаковым. Ученики же могут выбрать объем, сложность выполнения, выбрать индивидуальное задание или работу в парах, в группе, либо самостоятельную подготовку или подготовку с помощью учителя. Следующий прием – это анонсирование. Прием анонсирования рекомендуется использовать в тех случаях, когда учитель заранее предупреждает школьника о самостоятельной или контрольной работе, о предстоящей проверке знаний. Смысл анонсирования в предварительном обсуждении того, что должен будет ребенок сделать. Повторить даты, повторить темы, обсудить непонятный материал. Чем-то это напоминает репетицию предстоящего действия. Сомневающимся в себе такая подготовка создает психологическую установку на успех, дает уверенность, что ребенок выполнит эти задания, что у него есть силы при выполнении данной работы. Учитель должен создать источник внутренних сил ребенка. Учитель должен создать такие условия, в которых ребенок испытывал бы уверенность в себе, внутреннее удовлетворение. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами рассмотрели некоторые методы
и приемы, направленные на повышение мотивации обучающихся, в частности, связанные с созданием ситуации успеха на уроке. Мы выяснили, что создание ситуации успеха является эффективным фактором повышения мотивации обучающихся, а также усвоения как предметных, так и метапредметных универсальных учебных действий. Ну, думаю, что на следующих семинарах мы с вами продолжим изучать данную проблему и будем рассматривать иные аспекты, направленные на достижение мотивации обучающихся с низким уровнем предметных знаний. Уважаемые коллеги, спасибо вам за проявленный интерес к семинару. Да, хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам успехов в профессиональной деятельности. Спасибо вам большое. Всего доброго.